Все самое важное и интересное за эту неделю. Соблюдайте правила. Холода в регионе поспособствовали росту пожаров. Вопрос отлова собак. Вместо нерадивого ИП благотворители доброго города. Утопия или реальность? Ухтинец придумал, как сохранить лес и при этом заготовить древесину. Агитируем за медицину. Главврачи встретились с потенциальными абитуриентами. И сказка продолжается. Автор проекта «Лесная сказка» организует фестиваль снежных скульптур. Смотрите прямо сейчас. Первые месяцы года выдались холодными, что поспособствовало росту пожаров. В Коми за это время случилось 173 пожара, что на 53 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. 15 человек погибли. В 2020-м их было всего 4 за 1,5 первых месяца. 3 случая оказались с массовой гибелью людей. Инспекторы пожарного надзора Ухты настоятельно рекомендуют местным жителям соблюдать правила безопасности и избежать попадания в эту жуткую статистику. В первую очередь это касается использования электроприборов. Нарушение их эксплуатации – самая частая причина возгорания. Откажитесь от самодельных или неисправных обогревателей, а также соблюдайте их режим работы. Ни один прибор не будет работать без сбоя в сутки напролет. В 17 пожарах, случившихся за этот период в Ухте, была и ситуация неосторожного обращения с огнем. Травмированный один человек, на сегодняшний день, женщина получила травмы на пожаре. Почему? Потому что она находилась дома, курила, лежа в постели, находясь, в ее случае, в состоянии алкогольного опьянения, либо люди в других уставших состояниях позволяют себе, курение лежа в постели, находясь дома, не туша, соответственно. Это приводит к пожару, даже такая, тоже источник маломощный, но сигарета, находясь в постели, на диване, она также очень быстро приводит к пожару. Далее по списку неправильная эксплуатация печного оборудования. В холода печи бань и дачных домов перекаливают. Те, в свою очередь, перегревают деревянные конструкции. Иногда тление начинается и из-за банальной невнимательности. Один из случаев произошел в январе. Печи, например, прочищают, эти угли оставшиеся очищают, складывают их в картонные коробки, складывают их сюда же куда-нибудь под лавочку. Делать так тоже не стоит, потому что даже такой маломощный уголек, находясь в каких-либо горючих, с горючими материалами, это тоже также приводит к пожару. Другой хозяин дачи, приехав на участок, протопил печь как следует и уехал. Дом сгорел почти через сутки. Конструкция тлела в течение многих часов, после чего вспыхнула. Пожарные напоминают, не оставляйте печи без присмотра. Уезжайте из дома с печным оборудованием только после того, как печь уже остыла. И не допускайте ее перекаливания во время топки. Глава города Магомед Османов посетил приют благотворительного фонда «Добрый город», после чего встретился с руководством организации для обсуждения насущных вопросов. Ни для кого не секрет, проблема с бродячими собаками стоит острой не первый год. Апогеем всего стала смерть женщины от нападения своры псов в декабре минувшего года. Тогда-то и стало понятно, индивидуальный предприниматель, выигравший аукцион по отлову животных, не справляется. Магомед Османов после посещения приюта «Доброго города» организовал встречу волонтеров с управлениями администрации, объяснив, что проблему с агрессией бездомных животных нужно решать сообща. Сейчас отловом занимается спецавтодор, они отлавливают псов и привозят в ангар. Но закон не разрешает содержать таким образом более 50-60 особей. В приюте благотворительного фонда же только сейчас более 200 хвостатых, а предел 400. Только нужно создать новые вольеры. Так, между зоозащитниками и управлением ЖКХ планируют заключить договор, чтобы «Добрый город» сам занимался отловом, передержкой, осмотром, ветпомощью собакам, а также эвтаназией и утилизацией трупов животных. Глава города предложил фонду участвовать в аукционах на оказание вышеперечисленных услуг, чтобы у волонтеров были деньги на содержание приюта. Также пресс-служба администрации сообщает, что обсуждается и вопрос еще одного приюта. Доброму городу могут передать муниципальное здание на улице Социалистической.
Есть ли возможность сохранить лес, при этом заготавливая древесину на нужды местного населения? Ухтинец Вадим Ипатов говорит вполне, продвигая свой проект по малообъемному и неистощимому лесопользованию Аюва. Если простым языком, то местный житель придумал альтернативу сплошной промышленной вырубке. Той самой, которая, по его мнению, в разы дороже, да еще при этом и губительна для леса. Харвестер Харвардер только на собственной заготовке требует 1000 рублей с куба. Заготовка, чтобы заготовить, вывести до дороги, сложить. Но это без учета прокладки дорог, без учета лесовосстановления. То есть по факту будет 3000 возле дороги куб. И дальше затратность будет нарастать продукта. То есть в конечном итоге мы будем иметь доску там не по 7000, не по 6000, а по 10, по 12 или там по 15. Вот. То есть объемы продаж для населения упадут. И весь продукт в основном будет вывозиться на экспорт. Проект Аюва предлагает совсем другой подход. Мелкую технику, которая будет спокойно проходить по лесным уже существующим просекам, и выборочную вырубку. Если промышленники заходят в лес, они вырубают трассу для техники, а потом вдоль созданной дороги вырубают лес шахматным способом. Спустя время вокруг квадрата с деревьями остается несколько пустых. Восстанавливаться лес будет десятилетиями. В проекте малообъемного и неистощимого лесопользования у леса совсем другое будущее. Там не предполагается никакой высадки, ничего. То есть лес восстанавливается сам собой, самосилом, как в естественной природе. И вырубка ему не вредит. То есть в предлагаемой технологии вырубка идет не 100 кубометров и не 200 с площади, а всего лишь 30 и в несколько приемов. То есть 30 кубов через 12 лет. Автор проекта отмечает, ничего нового в нем нет. Это синтез нескольких идей, которые раньше использовали, но почему-то забыли. Форму работы выбрали кооперативную. В перспективе проекта недорогой материал для потребления населения, новые рабочие места, сохранение лесного фонда. Правда, в простой, казалось бы, идее некоторым видится утопия, а некоторым корыстный подтекст. И коммерческий, вы хотите навариться, конечно, я так все слышал. Но дело в том, что есть два варианта. Или у нас вырубят лес и вывезут, население не получит ничего. Или продвигать эту схему и параллельно вводить, контроль, управление. Так что Вадим Ипатов все же хочет добиться полной реализации своего проекта, а именно получения под выборочную гуманную лесозаготовку больших площадей. Для этого нужно подправлять региональное законодательство. И у автора проекта теперь одна цель – привлечь общественное внимание и выстроить продуктивный диалог с руководством Коми. В администрации города прошло заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды. Собравшиеся обсудили успехи. Так, в прошлом году комфортнее стали 10 дворов, 7000 квадратного асфальта отремонтировали. Поставили 24 урны и 11 скамеек по 8 адресам. Еще 5 дворов получили дополнительное освещение, 2 ограждения и доп. Стоянки, 1 детскую площадку. После заседавшие откорректировали перечень дворов, благоустраивать которые хотели в этом году. Часть из них перенесли на 2022. Также пресс-служба администрации сообщает, что дворы, все же вошедшие в список, будут благоустраивать по очереди, то есть по дате подачи заявления на включение дома в программу. В ближайшее время уже выберут подрядчика. Также комиссия обсудила рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустраиваться в следующем году, а именно расширение этого списка. Что же вошло в перечень по итогу, в пресс-релизе не сообщили. Учебный год преодолел свой экватор, и 11-классникам уже пора определяться с будущей профессией. Помочь им в этом нелегком деле по традиции решили представители местных медучреждений. И слушатели, и выступающие на таких встречах очень заинтересованы в поддержке диалога. Ведь не секрет, ухтинские лечебные учреждения страдают от нехватки кадров, а выпускники, в свою очередь, хотят получать бонусы при поступлении. ЕГЭ ожесточил конкурсы в вузы. Так что больше шансов все же при наличии целевого договора. Это когда учреждение учит выпускника школы, но тот после вуза должен прийти и поработать в больнице, с которой он заключил договор.
В прошлом году мы давали направление выпускникам на целевую подготовку, и 6 выпускников у нас поступили, то есть уже являются нашими законтрактованными специалистами на перспективу. Конечно, это очень долго, да, 6-8 лет, но тем не менее мы уже понимаем, да, какой резерв мы себе готовим. Процедура поступления, подготовки документов, ну и получения направления в медицинский вуз не самая простая. Требований к будущим врачам много. Так, медицинская справка для медвуза отличается от той, которую предоставляют в другие учебные учреждения. Тут больше перечень обследований. Но для тех, кто уже решил, что медицина – его призвание, это не должно стать преградой. Но все же стоит помнить, порог для прохождения по конкурсу у каждой академии, университета или института свой. И для будущих докторов он не низкий. Так что уже сейчас стоит ознакомиться детально с вкладкой «Абитуриенту» на сайте тех вузов, в которые мечтается попасть. Не забываем, что оригинал подается с целевым договором. В противном случае ваш целевой договор не будет иметь никакого веса. Поэтому для себя уже сейчас четко определитесь, с каким вузом вы будете заключать целевой договор, туда и пойдет оригинал документа. До 1 апреля школьникам нужно определиться, в каком учреждении они готовы трудиться после вуза, и посетить отдел кадров этой больницы или поликлиники. Целевой договор заключается с ними после сдачи ЕГЭ. В Ухте готовятся к первому фестивалю снежных фигур. Идейным вдохновителем и главным организатором стал автор проекта «Лесная сказка». Сергей Брусенский создал не один шедевр из дерева на сказочные мотивы. Решил ограничиться только ими нельзя. Есть избушка лубяная, значит будет и ледяная, точнее снежная. Проект «В гостях у сказки» – фестиваль выходного дня для всех, кто готов реализовывать свои творческие способности, используя в качестве стройматериала снег. Сам механизм очень простой. Горожане приходят на определенную площадку, изготавливают изделия из снега. Неважно, что это будет. Колобок, снеговик, крепость какая-то или еще какое-то изделие. Люди получают удовольствие. Подразумевается, наверное, в основном семейные команды, но также могут участвовать в этом деле какие-то предприятия, школьники. Мастер шутит, в гостях у сказки дочерние предприятия его лесной сказки. Логично, что и площадку для реализации задумки выбрали тоже детский парк. Уже обозначили примерную территорию, это квадрат рядом с амфитеатром и памятником Павлику Морозову. К участию хотят привлечь как можно больше народу. Так на задумку уже откликнулся детский дом номер 2. Творческие инициативные ребята в наличии, место для оттачивания мастерства тоже есть, а значит и все предпосылки к победе. У нас есть инициативные дети, у нас есть инициативные воспитатели, есть инициативные преподаватели по дополнительному образованию, поэтому мы надеюсь, что в итоге одержим победу. Планируем сделать щиты, подготовить. Нам определяют место, где будет стоять наша фигура. Натрамбуем снега, привезем, не знаю. Ну и наши специалисты в этом, любители, да, вместе с детьми будем все это делать. Директору детского дома вторит и представитель национально-культурной автономии грузин в Ухте. Его команда уже накидала пару идей для реализации своей снежной задумки. У нас есть два варианта. Это национальный грузинский герой, это Амиран, который прикован в Кавказских горах прямо цепями. И второй мы называем Бахбахи-Деви. Это человек огромный, с рожками, зубами, который, исторический такой легенда есть. Посмотрим уже, мы еще это обсудим. К слову, грузины Ухты также планируют подготовить сувенирную продукцию для участников проекта. Автор, в свою очередь, призывает и остальных неравнодушных поучаствовать в подготовке праздника. Ищет тех, кому приятно дарить, тех, кто поддержит проект материально и поможет подготовить подарки для участников. Также планируют организовать и концертный блок для закрытия фестиваля. Мероприятие пройдет в марте, продлится несколько дней и закончится торжественным награждением.